Руслан, приезжала тут у меня сестра с семьей из вашей вот Москвы. Из нашей общей Москвы, между прочим. Ну вот из вашей вот Москвы, из нашей общей Москвы приезжала сестра, и вот честно, ну некуда было ее сводить, потому что вот этот вот набивший оскомину маршрут, Салават Юлаев, монумент дружбы, ля-ля Тюльпан в Черниковке, ну неинтересно, она это уже все видела, и да и мне и самой неинтересно. Слушай, ну к сожалению, да, действительно, вот Уфа в туристическом плане, конечно, ну мало, оставляет желать много лучшего, скажем вот так вот корректно, да. И, слава богу, наконец-то начали заниматься обустройством общественных пространств. Сейчас. Какие парки, скверы. Но на самом деле ведь тут же фишка не в туристах, а в нас самих, в жителях Уфы, чтобы нам было и не стыдно, и удобно, и комфортно жить в том месте, где мы живем. Ну, жители-то они как относятся? Вот я встречала в соцсетях такое мнение, что якобы зачем вы строите эти все скверы, парки обустраиваете. Ну, странные люди, правда. Ну, есть вот такое. С одной стороны, конечно... Но они говорят, понимаешь, что у нас вот дорога в ямах, детского садика нет. Сначала это сделать, потом уже будем обсуждать, какой парк Не, ну, конечно, их можно понять, но фишка же в чем, да, что все это делать в комплексе, что человек выходит из квартиры в отремонтированный подъезд, потом выходит в отремонтированный двор, на машине выезжает на отремонтированную дорогу и по этой дороге едет к красивому новому скверу. Но в идеале должно быть так. Ну, это какая-то прям утопическая, мне кажется, картина. Ну, слушай, если о чем-то не мечтать, то это и не сбудется никогда ведь, правильно? Ну, а кто этим должен заниматься? Слушай, ну вот сегодня как раз мы пригласили гостей в студию и поговорим на эту тему и выясним у них. Хорошее, качественное общественное пространство – это единственное место в городе, где все горожане равны. У каждого города или населенного пункта в Башкирии должно быть свое уникальное лицо. Парк полностью будет реконструирован. Любой бизнес может закончиться, а вот это здесь останется. Давайте сразу все делать уже по-умному. Мы же не дураки, не в дурацкой республике живем. На формирование комфортной городской среды в Башкирии в этом году выделили почти 4 миллиарда рублей. На эти деньги ремонтируют не только подъезды и дворы, но и публичные пространства, в частности 179 парковых зон по всей республике. Глава региона Ради Хабиров заявляет, что это только начало. По его мнению, каждый наш населенный пункт, будь это город или село, должны иметь свое лицо. Над воплощением этой идеи вот уже несколько месяцев работает специально созданный Институт развития городов. Уфа, как столица одного из крупнейших регионов страны, просто обязана в этом контексте стать образцом ухоженности и благоустроенности. А как сейчас обстоят дела на самом деле, мы прогулялись по некоторым паркам Уфы и вот что увидели. Смотрим сюжет. Прогуливаясь по этому парку, Ольга Панчихина, председатель Общественной палаты Башкирии, вспоминает юность. Те времена, когда она преподавала в школе и вместе со своими воспитанниками приходили в парк Гастелло. Здесь был кинотеатр, здесь была еще и танцплощадка, соответственно, вот это вот строение, выполняло несколько функций. А еще сбоку можно было приобрести билеты для того, чтобы сходить на аттракционы. На данный момент в парке Гастелло царит разруха и уныние. Ни аттракционов, ни кинотеатра уже давно нет. В плачевном состоянии находится и ранее популярное у уфимцев озеро. Скорее всего, это вот борт, но вот то, что вон там навалено, это вообще непонятно. Такое ощущение, что это что-то завезли или откуда-то скинули. Очень красивый был пруд. На данный момент через парк ходят пассажиры электричек. Еще мы на своем пути встретили детей, которые бродят по этим развалинам, потому что гулять им просто негде. Нету, да, во дворе ничего или? Нет, там просто не очень красиво и негде погулять. Рядом с парком Гастелло расположены крупные районы, такие как Инорс. И потребность уфимцев в парке очевидна. Население Инорса составляет более 100 тысяч. И большая часть это молодежь, молодые семьи с детьми. А куда вы ездите отдыхать вообще? Вот так выезжаем или в центральную часть города, или в Сипайлово, или в Парк Победы. Илья Миронов работает директором парка Первомайский с 2012 года. Такой ударной стройки, как сейчас, он не видел никогда. По сравнению с парком Гастелло, где царит разруха и уныние, Первомайский смотрит в светлое будущее, причем в ближайшее будущее. Парк полностью будет реконструирован. На сегодняшний день территория парка составляет 7 гектар. Реконструкция в Первомайском предполагает практически полное обновление. Тут поставят новое освещение, свыше 100 видеокамер от вандалов, новые велодорожки и хоккейную коробку. В скором времени появится и особая гордость Первомайского – это тропа здоровья. На ней уфимцы занимаются скандинавской ходьбой. Мы очень были довольны то, что у нас было.
сейчас сделали, мы вообще в шоке. Отдельной достопримечательностью парка Первомайский будет озеро с фонтаном в центре. 2020 год в Башкирии объявлен годом эстетики населенных пунктов. И на обустройство парков и публичных зон по аналогии с двориками и подъездами будут выделяться значительные средства. Так что не только жители Уфы смогут увидеть новый облик городских пространств. Парк Гастелло, который из излюбленного места отдыха уфимцев на наших глазах превратился в развалины, это, конечно, печальный пример. Чего греха таить, в плане благоустройства общественных пространств в Уфе и в других городах Башкирии есть к чему стремиться. И власть четко и громко дала понять, подход к обустройству городской среды должен измениться радикально. Главный тренд – это то, что каждый клочок доступного городского пространства, да и поселкового тоже, должен в идеале работать на жителей. Но какими должны быть эти публичные зоны, парки, скверы, площади, на чей вкус и цвет мы должны полагаться в создании публичных пространств и сколько денег и из чего кармана должны выделять на это? Все эти вопросы мы с Алсу Сликаевой и нашими гостями обсуждаем сегодня в студии «Честно говоря». Итак, Олег Байдин, главный архитектор города Уфы, Владимир Барабаш, руководитель Совета по правам человека Республики Башкортостан и всем хорошо известный Шамиль Валеев. Он просит представлять его как публицист. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Итак, Олег, для чего нужны общественные публичные пространства и нужны ли они? Конечно, нужны. Если есть общество, то должно быть пространство, где это общество может себя проявить. И одно из таких правильных вариантов гражданского нахождения, гражданской жизни – это общественное пространство. И вот все течения общественной жизни, которые есть в обществе, а не только рекреация, должны отражаться в общественных пространствах. В этом главный смысл вот этих публичных зон, да? Ну вот только что упоминали же парк Гастелло, который пришел в упадок. Это не случайно. Ранее проектировались пространства для жизни. Сегодня есть такой перекос, так если можно грубовато сказать, пространство для бездельников. А ведь жизнь, она не только состоит из катания на роликах и на качелях. И вот упадок промышленного производства, упадок градообразующей основы города Уфы очень явно и четко проявил себя в упадке общественных пространств северной части нашего города. Какой же там упадок в северной части Уфы? УМПО загружен заказами, заводы перерабатывают там, нефтезаводы перерабатывают. А я правильно понимаю, что если раньше парк Гастелло был на балансе УМПО, то сейчас он на муниципальном балансе. Соответственно, УМПО работает в поте лица, но парк Гастелло находится на балансе города. Так, знаете, пот лица мы обсудим при необходимости, объем этого пота и качество. А на сегодняшний день УМПО, если говорить о стратегии компании, избавляется от непрофильных активов. Есть ли в администрации города Уфы понимание, сколько у нас таких потенциальных объектов, которые нуждаются в ремонте, обустройстве? Список какой-то есть? План? Нет, список, конечно, есть. Но вот вы опять-таки понимаете, что достаточно это емкое по деньгам. Безусловно, конечно. Да, мероприятие. И выбирая, куда направить центр тяжести, не случайно на первом плане был поставлен парк Первомайский, также, знаете, сквер Журавли, сейчас работы ведутся. Это в районе ДК Синтезспирта бывшего, нынешний ГДК. Да. Естественно, парк Кашкадан необходимо завершать. То есть были выбраны территории города, испытывающие наибольший дефицит в качественных общественных пространствах. Спасибо. Шамиль, скажи, пожалуйста, это вот такой тренд общемировой, там, европейский, или Уфа давно этого ждала, в этом нуждалась? Ну, во-первых, я бы не путал создание общественных пространств с озеленением. Вот пока я вижу такие процессы, мы, конечно, во хвосте этого процесса. Я сам 10 лет назад жил в Москве, и меня очень сильно перепахала история с винзаводом. Я там рядом жил, и там чуть-чуть более интеллектуальное пространство, чем приспособленное для ходьбы с палочкой. Понятно, да. Я думаю, что... сегодня я был в пространстве «Квадрат», арт-квадрат, и там какой-то другой уровень взаимодействия с человеком, который делает, как сказать, смягчает нравы. Что касается самих общественных пространств, стихийных или каких-то, их у нас так полно. У нас там парк лесовода в Башкирии, парк Гафури. Все-таки давай чуть-чуть более осмысленное пространство. Надо все-таки разделять. общественное пространство типа арт-квадрата, такая публичная зона с активностями, интеллектуальная, и
парк в чистом виде его, да? Ну, парк, да. А что такое? Что такое парк? Если брать московские парки, которые вот на моих глазах за последние 6, 7, 8 лет просто преобразились, то там и парки делают как публичное пространство. Парк Горького, Сокольники. Соседние, да, Сокольники. Они идут не от парка, вот где дорожки. У нас есть два уровня вообще восприятия. У нас есть даже вот, ну, архитектура, конечно, играет какую-то роль именно как управление глав архитектуры, но надо помнить, что у нас вообще благоустройством занимается управление коммунального хозяйства. И делают это все, вот действительно, как Шамиль сказал, елочки посадили, дорожки положили, бордюрчики, там, плиточка. Елочек полно, то есть у нас коммунальное благоустройство. И это ничего не имеет общего с общественными пространствами. Я правильно понимаю, что коммунальное благоустройство, вот в ваших словах, они туда никакого смысла, какого-то вот интеллектуального, какого-то для того, чтобы пространство жило, а не было просто комфортным способом перейти из точки А в точку Б пешеходным маршрутом, нужно наполнять его смыслами. Смыслы могут дать только люди. Есть такая вещь, называется там парсипаторная демократия. Это вовлечение людей в принятие решений здесь и сейчас. Ну или там сейчас русский термин соучастное проектирование. Когда у жителей, живущих вокруг этого там пустыря или парка брошенного, спрашивают: а вы что хотите, чтобы здесь было? Вы чем хотите заниматься в этом парке? Вы хотите здесь бегать? Вы хотите здесь ездить на велосипеде? Вы хотите, чтобы здесь была детская площадка? Или вам нужен там какое-то, там построить какие-нибудь перголы, в которых можно там сидеть с компьютером, чтобы у вас был бесплатный Wi-Fi, а вы там работали? Все же может быть. И вот московское благоустройство, которое сейчас идет, говорят, они туда там миллиарды вваливают. Дело не в миллиардах, дело в подходе. Они спрашивают у людей. А у нас все общественные обсуждения, все общественные слушания проходят по принципу: кто-то нарисовал проект, и людям предлагают только согласиться или внести какие-то там и не согласиться. Разговаривали с одним знаменитым вице-мэром. Вот, и я посмотрел бумаги. Там его нельзя называть вслух? Ну, я не хочу никого смутить в аудитории. Вот, и там завершились эти общественные слушания. Ну, идите нафиг тогда. Как бы общая ситуация такая. По поводу общественных слушаний. По поводу принципа общественных слушаний. Выступления вот этот предыдущий прозвучали. Это все как бы из области вчерашнего дня. Никто никоим образом не игнорирует общественное обсуждение. Никто никоим образом не проектирует, не пообщавшись с населением. Это все есть. Но это не формальность? Ну, пообщались с населением, и что? Надо не просто спросить у людей, что вы хотите. Нужно их вовлекать в рабочую группу. Спасибо, мы вернемся к разговору через несколько минут. Обустройство публичных пространств стоит недешево. В последнее время состоятельные люди все чаще вкладывают в эти проекты собственные деньги. Самое модное сейчас место в Уфе – Арт-Квадрат. Это публичная площадка в квартале между улицами Мустая Карима и Ленина. Еще до конца не достроена, а уже чуть ли не визитная карточка столицы Башкирии. Давайте покажем нашу прогулку по нему для тех, кто еще там не был, и потом обсудим. Арт-Квадрат до сих пор диковинка для уфимцев. Центр города. Красиво, увлекательно, бесплатно. Настоящее модное место. Но многих интересует, кто эти щедрые меценаты, устроившие праздник, и какая у них выгода. Руководитель Арт-Квадрата Рим Бикмаев прямо заявляет: проект коммерческий и чуть-чуть тщеславный. В этом здании у нас 2 этажа еды. Третий этаж, это у нас пока думаем, что будет что-то связано с красотой, бьюти-зона. 4-й этаж пока вот смотрим что-то связанное с женский фитнес. Любой бизнес может закончиться, а вот это здесь останется. Да? Вот, возможно, наши имена где-то будут вписаны в истории. Основная стройка на территории Арт-Квадрата, которая длилась 2 года, подошла к концу. Рим Бикмаев, который до этого был управляющим в автозаправочном бизнесе, за это время поднаторел в теме модных городских пространств. Сюда, кстати, обратите внимание, мы хотели сделать самую узкую улицу Уфы. Ага, вот это. И самую короткую. Мы ей еще не придумали название. Может быть, с вашей помощью проведем конкурс. Рим признается, изначально собственники планировали снести все старые здания внутри этого квартала и построить большой торговый центр. Но что-то дрогнуло в душе бизнесменов, когда они увидели обнаженный от вагонки старинный кирпич и решили сохранить дома. Вначале просто никто не мешал.
Вот, поэтому, может быть, мы так прошли далеко. Имя главного инвестора Рим вслух не произносит, но это не секрет. Рустем Абдулманов до недавнего времени был владельцем крупной сети заправочных станций. Продал ее. И вот на эти деньги и появился в Уфе свой арт-квадрат. Как вам удалось убедить инвесторов довериться вам в то, что вот здесь будет что-то рентабельно? Я думаю, что мне даже этого не пришлось сделать, потому что он даже в какой-то части больше убеждал нас, что именно надо делать так. Он сам непосредственно в процессе. Сколько это все стоит? Не 1 миллиард. Даже до конца вам цифру не скажу, потому что мы еще даже не закончили. Давайте про деньги, Шамиль. Для того, чтобы подготовить проект, это затратная история. Деньги, да. И инвестор только тогда будет вкладывать, в том числе в проектирование, когда он будет уверен в том, что потом ему этот проект, контракт или объект достанется. Я вот не уверен, что вот тот же самый арт-квадрат когда-то отобьется в ближайшей перспективе. Вообще говоря о деньгах, вот давайте, вот ваше мнение, Олег, скажите, вот эти общественные пространства, это вообще рентабельная история? Конечно. Или только вот муниципальные государственные? Конечно, рентабельно. Какие успешные проекты у нас есть? Примеры есть? А вы вот не хотите узнать, в чем оно рентабельное-то? Ну да, вот успешный Оно рентабельное проект. Не в смысле того, что я вот вложил деньги в парк и в короткие сроки вернул и с прибылью. Оно рентабельно, исходя из целеполагания. Целеполагание – это человеческий капитал. То есть, чтобы люди жили здесь, в этом городе, чтобы они никуда не собирались уезжать, чтобы они полностью могли себя здесь реализовать. А для этого необходимы условия А, Б, С и Д. И вот общественное пространство качественное – это один из очень важных и серьезных вопросов удержания человека на территории. Это очень хороший тренд, когда уфимские богатые люди не просаживают эти деньги в Монако, а делают что-то полезное для своих сограждан. Один из немаловажных мотивов, почему человек из деревни, допустим, или малого города переезжает в столицу, там, в Казань либо в Уфу, это то, что он визуально имеет возможность потреблять пространство, которое он лишен у себя на родине. И вот опыт Татарстана показал, что до создания небольших общественных пространств, почему-то эта работа сегодня в Башкирии развернута, это очень правильная работа в малых городах, в селах. На самом деле там хорошая жизнь, все хорошо, но вот не хватает этого элемента. Он добавляется, и человек уже чисто психологически не чувствует себя чем-то обделенным. И вот, в принципе, не такие большие затраты нужны для того, чтобы этот элемент появился. Конкретный инвестор, частный инвестор, вкладывая свои деньги, он может рассчитывать... По поводу частного инвестора вы себе вот этих иллюзий не строите. Никаких частных инвесторов не бывает в этих пространствах. Не бывает? Нет, конечно. А арт-квадрат как же? Секундочку, подождите. Вот не смешивайте. Значит, частный инвестор здесь может появиться только на какой-то один из элементов, какой-то небольшой ресторан или что-то еще. Это государственная задача, и сюда вкладываются государственные деньги. И именно так и эти вопросы решаются, в частности, по Уфе. И то же самое происходит и по республике. Хорошее, качественное общественное пространство – это единственное место в городе, где все горожане равны. Вне зависимости от их дохода, социального статуса, пола, каких-то. Вот в общественном пространстве, в настоящем, горожане равны. И поэтому надо вкладываться вот в эту историю. Ну и действительно, поддерживая Олега, скажу, что кроме того, что это удерживает людей в городе, комфортная городская среда, доказанный статистический факт, снижает уровень преступности, например, на 20% почти. Мы сегодня упустили один очень важный момент. Это людей, которые не ценят уже созданное общественное пространство, вандалов. Это неизбежно из-за тесноты, из-за того, что люди привыкли жить в степи, как я, например, и им не очень комфортно, когда взгляд упирается во что-то. Естественно, рождается злоба. В принципе, вот эти общественные пространства, а не только открытые площади, нужны для того, чтобы снижать вот это напряжение. Да. Я бы немножко ответил по-другому, по поводу смягчения нравов. Да, вот уже на сегодняшний день эта тема, опять-таки, с производством связанная. Если не заниматься производством, то лавочкам-скамеечкам сегодня порадуются, а завтра их на коле разберут и снесут ту власть, которая не дала возможности заработать. Давайте не будем исходить из того, что научиться плавать или прыгать с вышки, тогда нальем в бассейн воду. Давайте сразу все делать уже по-умному. Мы же не дураки, не в дурацкой республике живем.
Руслан, ну мы вот говорим про создание общественных пространств, а ты знаешь о том, что за вандализм вообще у нас практически нет никакого наказания? Вот помнишь в сюжете про арт-квадрат, они бедные там мучаются, у них то граффити нарисуют, то газон вытопчут. Слушай, ну это очень, очень обидно, да, люди стараются, там вкладывают деньги, душу, главное, вкладывают, да, и на следующее там утро видят, что все это какие-то вандалы, сволочи, негодяи, все это испортили. Но причем они даже привлечь их никак не могут. Ну, а каждый этот там говорит, такая смешная административная ответственность, да, за вандализм, что, конечно, таким штрафом проблему не решишь. Тут надо как-то вот за мелкое хулиганство привлекать. Но в любом случае нужно ужесточать ответственность за вот такие вещи. Это безусловно. Иначе тут порядка не добьешься. Ну, это получится. Если совсем ничего не делать, то получится, знаешь, как в теории разбитых стекол. Вот одно разобьешь, и все побьют. Поэтому вот они все убирают, а привлечь-то вот никак. Слушай, ну вот для того, чтобы вот наши обустроенные новые общественные пространства не превратились там в площади разбитых фонарей, да, надо, конечно, ужесточать ответственность, и мы об этом поговорим в следующей части нашей программы с нашими гостями. Хорошо. В эфире башкирского спутникового телевидения программа «Честно говоря». И мы обсуждаем тему благоустройства общественных территорий. Как должны выглядеть Уфа и Салават, Бирск и Белорецк? Почему нельзя проектировать и строить публичное пространство таким образом, чтобы они могли приносить доход или хотя бы содержать себя? Нужно ли строить новые парки или пустить финансирование на сохранение исторических зданий? У каждого жителя города или села, наверное, есть свое мнение на этот счет, в том числе по поводу приоритетов в благоустройстве. Ведь бюджет не резиновый. Как должно выглядеть то место, в котором он живет? Мы пообщались на эту тему с экспертами, в том числе и с одним из наших гостей до приглашения в студию. И вот что мы узнали. Городские общественные пространства или public place – термин, который надо разъяснить. Это не просто территория, доступная для всех, как эта площадь. Здесь обязательно должны быть места, где горожане могут посидеть, перекусить, но самое важное, где они могут занять себя какой-то деятельностью. Это место, где люди встречаются с друзьями, место, где проводят время с семьей, с близкими, место, где назначают свидания, целуются, танцуют, либо проводят какие-то соревнования небольшие, дворовые, уличные виды спорта, уличные виды искусства. Общественное пространство может позволять людям реализовывать свои идеи, потенциал. Такие общественные зоны могут быть и внутри больших зданий, считает публицист Шамиль Валеев. Как, например, этот центр городской активности с говорящим названием «Улей» в Уфимской Черниковке. Холл бывшего училища уже превратился в некое подобие музея, где можно на многое посмотреть, окунуться в быт советского времени, потрогать экспонаты руками. На втором этаже здания много незанятых комнат, но уже есть и места, в которые вдохнули вторую жизнь, как эта швейная мастерская. Здесь впереди вот как раз работа людей с особенностями, с ментальными, с которыми работают наши девочки из благотворительного фонда «Твердая почва». Здесь вот работа пенсионеров наших, которые приходят сюда. А вот это вот работы одной замечательной женщины. Это вот вообще уникальные работы, авторская технология полностью. Аналогов мы не нашли, нигде не нашли. Пока центр «Улей» еще только обустраивается, но для Черниковки он может стать универсальной площадкой, где будут собираться и стар, и млад. У этого будущего, я надеюсь, центра городской активности есть такая большая социальная миссия. Здесь занимаются с детьми, здесь занимаются социальной адаптацией детей с особенностями. В этом плане она вполне социальна. В здании сохранилась отопительная система, но чтобы она работала, нужны немалые деньги. Поэтому отопление включают, когда на улице уже совсем холодно. В нашей холодной стране общественные пространства должны быть теплыми. Но чтобы конкретно этот улей стал теплым, в него обязательно надо вложиться. Деньги нужны и для сохранения памятников архитектуры других эпох, не только советского времени, считает историк Павел Егоров. В центре Уфы, на улице Чернышевского, из 4 зданий купца Михаила Степанова-Зорина только одно сохранилось в нормальном состоянии. Все это, конечно, весело. Все эти парки, набережные и прочие безлюдные, лысые, забетонированные пространства и замощенные плитками. А вот такие шедевры нашей родной архитектуры, которых у нас с каждым годом все меньше и меньше,
На это, как всегда, денег нет. У купца Степанова Зорина было 18 детей от 2 жен, и ему даже пришлось построить дом для няни. Но вместо него сейчас пустырь, а дом его детей расселен 10 лет назад. И это здание со временем может просто разрушиться, как и многие другие его деревянные или каменные ровесники в историческом центре Уфы. Как этот дом Веденеева на улице Карла Маркса, 15. Вот такими его видят горожане с лицевой стороны, а вот так печально оно выглядит изнутри. Кадры, которые говорят сами за себя. Давайте проясним. Все-таки оно находится в противоречии, этот приоритет, либо новые парки и скверы, общественное пространство, либо сохранение объектов культурного наследия. Нет, необходимо и то, и другое. И то, и другое. И объект культурного наследия – это наша история. А парки, скверы и в более широком смысле слова общественное пространство, это опять-таки, возвращаясь к началу нашей беседы, это то место, где население становится гражданами. Если мы хотим думать о дне завтрашнем, нам же и граждане нужны, а не просто население по квартирам. Музейная реставрация особняков там, 19 века, ну, это скучно. Это уже как бы такая история очень камерная. Ну, это надо все равно. Это не скучно, просто это требует определенного уровня памятников. Такого уровня памятников в Уфе нет. Знаете, вот сейчас Хабиров говорит, и мне очень нравится эта фраза, что у каждого города или населенного пункта в Башкирии должно быть свое уникальное лицо. Должно быть, я с этим абсолютно согласен. Но над этим лицом надо работать, оно само собой не появится, этим заниматься надо. Рядом с такой достопримечательностью должна быть хорошая кафешка, и, извините, у меня чисто сортир. У меня личный вопрос, да не только у меня, он всех интересует. Как будет с набережной? Вы наверняка были все на этой набережной в летний период. Плюс 25-26 на улице. После получаса пребывания в этом бетонном царстве, где не попить, ни в туалет сходить, ни поесть, о чем и речь? И ни под деревом присесть, ответ очевидный, наверное, что должно быть иное решение. Сегодня там делать нечего. Вот вопрос, как этого иного решения добиться. То есть это будет административно-командно, то есть кто-то где-то соберется там, в главархитектуре или там, в Белом доме и скажет: вот, ребята, есть классная идея, делаем так. Либо это все-таки соберут людей, соберут там специалистов, может, объявят какую-то там, историю. Кто в этом заинтересован? Да, всех заинтересован, там, горожан, может, там, какой-то этот. И объяснить, а что вы хотите, чтобы здесь было? Люди, вот опыт общественных обсуждений показывает следующее. Ни на одних общественных обсуждениях, ни в одном городе страны не было предложено ничего, что было бы интересным. Они являются другого плана. Не соглашусь, соседи Ижевск, Казань тоже. Есть вполне нормальная работа. Я же не настаиваю. Я вам говорю, это мое личное мнение, да, вот из опыта проведения в других городах. Однако общественные обсуждения очень важны в другом смысле. Мы узнаем, что же жители не хотят. Вот чего они хотят, они сказать не могут. А чего не хотят, это можно. Спасибо, мы вернемся к разговору после просмотра еще одного видео. В городе Белорецке есть, вернее, была своя достопримечательность. Ей гордились горожане, и она могла бы привлекать туристов. Это мост, который, по некоторым данным, является самым длинным деревянным мостом в Европе. Старшее поколение всей страны помнит его по фильму «Вечный зов», который снимался в этих красивейших местах. А сейчас вот давайте посмотрим, в каком он состоянии. То, что в Белорецке местная достопримечательность, пешеходный деревянный мост в плачевном состоянии, горожане заговорили в полный голос 3 года назад. Писали петиции, собирали средства на восстановление, но так ничего и не добились. Летом этого года белоречане обнаружили, что в нескольких местах мост обвалился. В соцсетях было какое-то голосование. Вот, как вы думаете, что важнее, там, дороги, что-то еще, либо вот этот мост? Но на самом деле, мне кажется, это неправильно поставленный вопрос. Постановка вопроса потому сама что по себе неправильно. Вот на этих архивных кадрах наших коллег с Белорецкого ТВ видно, какой популярностью пользовался мост буквально несколько лет назад. Прославился Белорецкий мост и своим участием в культовом советском сериале «Вечный зов». Долгое время Белорецкий мост был на балансе местного металлургического комбината, но когда сооружение было передано в муниципалитет, содержать его перестали. Затраты, опять же, на его содержание были очень велики, а целесообразности вкладывать деньги в этот мост ее не было, ее и по сей день нет. То есть не для кого было содержать этот мост, потому что идти по нему некуда. По некоторым данным, чтобы восстановить сооружение, необходимо 30 миллионов рублей, а демонтировать 4 миллиона. Но власти города ни того, ни другого до сих пор не делают. Мне кажется, что это все-таки ответственность должны нести в первую очередь муниципальные власти. Но муниципальные власти говорят: простите, у нас нет денег. Что в таких-то случаях делать? Очень просто можно ответить на этот вопрос.
Совершенно точно Белорецк получил какие-то средства на общественное пространство. Железно. И вот, определяясь, что же конкретно нужно в городе сделать, муниципальные власти выставили приоритеты. 1, 2, 3. Ну, совместно там, с группой товарищей, кто занимается благоустройством. Видимо, они эти приоритеты выставили, может, не совсем верно. Вот вы правильно говорите, да, это такой знаковый элемент. Наверное, его можно было поставить номер 1. Допустим, не делать какой-то парк. А там что сделано в городе по благоустройству? Там по благоустройству делают, значит, да, парки, какие-то скверы. Ну, в общем, распределили деньги. Коммунальное благоустройство, да, вот дорожки, коммунальное кустики, благоустройство. Да, ну, по поводу коммунального благоустройства не стал уж я на этом заостряться. Если нужно, тоже могу эту тему раскрыть, если в этом есть необходимость. Но один из неправильных путей – это размазывать полученные средства по вот 7 сестрам, всем по серегам раздали, и в итоге нигде нет рывка. Вот, видимо, местные власти совместно с управленцами, кто занимается благоустройством, они вот не очень верно поставили приоритеты. Да, совершенно верно, такой мост, наверное, должен был быть в приоритетах. Конечно. Я правильно понимаю, что, в принципе, здесь не обязательно было искать какого-то патриота, инвестора? Нет, конечно, просто... еще раз. Деньги выделяются, и деньги выделяются в Башкирии, очень большие. Если мы соотнесем Башкирию и соседние регионы, но, мягко говоря, мы тут в лидерах. То есть возможность у них наверняка была? Не наверняка она была. У них логика страхования бюрократических рисков, потому что спокойнее что-то выделить на трубу, на асфальт, чем на какой-то знаковый объект. Нет, да, но рядом еще должно что-то находиться, что меня должно из Уфы заставить спланировать свой выходной в пользу Белорецка. Это опять-таки проблема, мне кажется, муниципальных властей. Уфа тут ни при чем. Мы делаем не для жителей Уфы этот мост Белорецкий, мы делаем его для жителей города. Спасибо, мы вернемся к разговору через несколько минут. К сожалению, местные власти не смогли найти возможность сохранить уникальный объект. Может, плохо искали, может, не проявили должной настойчивости. Плохо и то, что не нашлось во всем немаленьком Белорецке своего патриота-мецената. Что-то не срослось. И следующий наш сюжет как раз о том, когда срастается. Целый лес в 700 деревьев, да еще и в форме курая, высадили в поселке Булгаково под Уфой сотрудники акционерного общества «Башспирт». Подробности зеленой акции в нашем материале. Не только жители города, но и села заслуживают креативного пространства. Необычно подошли к акции по озеленению территории в Уфимском районе. Лес близ поселка Булгаково высадили в форме гигантского цветка курая. Этой впечатляющей картиной сможет полюбоваться каждый из иллюминатора самолета, летящего через аэропорт Уфы имени Мустая Карима. Настоящая достопримечательность. Подарок булгаковцам от компании «Башспирт» в честь столетия республики. Для такого мероприятия не должно быть жалко денег, потому что это для пользы дела, для пользы людей, для того, чтобы облагородить. И видно было, что мы беспокоимся об экологии, о чистоте. И девиз нашего сегодня предприятия – чистое, честное, натуральное. В Булгаково находится логистический центр холдинга и строится новый завод, который даст уже в следующем году 400 рабочих мест. Забота об окружающей среде, благоустройство территории и строительство инфраструктуры – важные пункты в стратегии развития Башспирта. Мы будем вас удивлять и финансовыми показателями, и новыми линейками, и, собственно говоря, обеспечивать поступление доходов от акцизов, от налогов. Те планы, которые мы себе ставим, позволят нам несколько таких хороших социальных объектов построить. Поддержать экологическую акцию в Булгаково высадился целый десант топ-менеджеров госхолдинга, чиновников, журналистов, блогеров. Первый саженец необычного леса заложил Александр Сидякин. Скажите, какое по счету дерева вы в этом году уже посадили? За последнюю неделю я посадил несколько в году, считал. Ну, пусть будет с десяток. Ну, рука набита, в общем, уже, да? Осталось бы столько еще детей. Эта посадка проектировалась ландшафтными дизайнерами и состоит из 700 деревьев. По контуру формы цветка курая расположены хвойные породы, а внутри лиственные. Булгаковский лес стал полным обновлением местного пейзажа, как и весь 2019 год для Башспирта. Наверное, мы уже будем завершать нашу программу. Если мы говорим об Уфе, вот что бы вы такого сделали, что Уфа была бы, стала бы особенной? Без производства города мертвы. И будущего у них нет никакого, вообще в принципе никакого. Уфа будущего – это Уфа, город-труженик. Тогда оживут и все парки, которые были у заводов, в частности, вот Гастелло, упоминавший сегодня, вообще парки северной части и южной части. Вот это будущее города Уфы. А
пространство для жизнедеятельности или общественное пространство, они прилагаются к тому, что называется вот основной градообразующий элемент города. Вот если его не будет, то этот город, вот его основание существования на карте России, он начинает шататься. Понятно. Понятно. Вот спасибо, это будущее спасибо, Уфа. Владимир, вот каково ваше мнение по поводу уникального лица Уфы? На самом деле... Каким оно должно быть? Оно должно быть свежим. То есть, на самом деле, у Уфы есть все для того, чтобы быть уникальным. Уфа там, самый зеленый миллионник. Уфа там, один из самых образованных и там, институтски развитых городов. Нам нужно создать такое пространство, которое было бы интересно жителям, молодежи, чтобы она отсюда не уезжала. Ну, что бы вам было бы интересно? Как раз как можно больше общественных пространств, креативных пространств, возродить молодежные истории, там, то, что раньше там, дворцами пионеров и станциями юных техников называлось, а сейчас это там, кванториумы и прочие истории. То есть как можно больше этого. То есть то, ради чего современная молодежь уезжает и поступать, и жить там, в ту же Москву, например, или в Питер. Ради вот этой вот атмосферы. То есть это не для того, чтобы туристы сюда приезжали, фотографировали, говорили, вау, как у вас красиво. А для того, чтобы своя молодежь понимала, что да, при уровне зарплат, сравнимых с центральными городами, они получают еще набор тех возможностей, куда пойти, там, в кафе, погулять, театры, кино. Атмосфера. Атмосфера. Вот в это надо вкладывать. Шамиль. Общественных и там прочих пространств мне в Уфе достаточно. Хватит по-бабайски создавать условия. Надо наполнять содержанием, чтобы там что-то происходило, кроме ходьбы старушек с палочками. Я знаю, город будет, за людей. Я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране башкирской есть. Поэтому, уважаемые гости, большое вам спасибо за честный, откровенный, предметный и горячий, да, разговор. Спасибо большое. Слушай, Алсун, я вот сегодня для себя совершенно четко понял, да, что вот это вот обустройство общественных пространств, комфортная городская среда, это как раз та история, где очень важна активная гражданская позиция и общество в целом, и там каждого человека в отдельности, и не только вот в создании нового, да, но и в сохранении уже созданного, понимаешь, чтобы не портили. Но мне то, кажется, что все-таки важнее вопрос о том, кто должен, в принципе, за этим следить, кто должен за этим стоять, бизнес или власть. Все-таки у бизнеса, ну, нужно ему отдать. Слушай, ну мы же говорили сегодня об этом, или такого четкого понимания у тебя не осталось, да? Нет, вот бизнес гибче относится и к потребностям населения, там, общества, и к моде вообще. Давайте отдадим развитие. Слушай, ну отдавать бизнесу на откуп, наверное, неправильно будет без хозяйской государственной руки. Но, безусловно, государство там, или муниципалитет должны создать условия для бизнеса, а это же в основном мелкие предприниматели, чтобы им было выгодно и интересно этим заниматься. Это да. Но ведь это же прозрачно, ясно, почему до сих пор такого взаимодействия не существует. Такое ощущение, что и бизнес, и власть, они как-то вот существуют где-то параллельно, делают там каждый свое дело. Ну, такой риторический вопрос, знаешь. И ни себе, ни людям, в общем, вот тебе слово. Мы построим площади, проведем фонтаны и разобьем парки. Но главный смысл всего этого мероприятия в том, чтобы благоустроенные общественные пространства были наполнены людьми, жизнью и, как сейчас модно говорить, активностями. Чтобы каждый мог найти себе занятие по душе и при этом ощущал, что это его личное пространство и нес бы за это ответственность. И вот тогда, наверняка, вдруг запляшут облака и, наконец-то, прохожие станут улыбаться друг другу. И пусть кто-то скажет, это несбыточная мечта. А я вот верю. А иначе для чего все это? Все то, что останется после тебя. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите «Честно говоря» на канале БСТ и во всех соцсетях страны.